Из серии «Благословенный дом». Это 21-й аят суры Ар-Рум. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Среди знамений Аллаха Субхану Тааля есть то, что Он создал для вас из вас же самих. Это супруга, от которой, с которой и благодаря которой вы обретете комфорт и успокоение. И вы сможете получить огромное внутреннее умиротворение через супругу. И Аллах Субхану Тааля говорит, в этом определенно есть знамение для людей размышляющих. Хотите понять? Поразмышляйте. Аллах создал этот подарок для нас, наших жен. Но реальность, мои братья и сестры, такова. Когда мы женимся и при этом не оставляем свои пороки, грехи, то это становится похожим на приготовление торта, когда мы забываем положить в него сахар. Он может быть хорошо пропечен, быть красивым, но стоит попробовать, и сразу понимаешь, вместо сахара мы положили соль. И кому понравится такой торт? Никому. Что же с нами происходит? У нас есть ингредиенты счастливой жизни, есть составляющие благополучия. Нам просто нужно избавиться от грехов и посвятить всего себя своему браку. И если вы думаете, что брак — это вечный медовый месяц, ваш брак разобьется на следующее же после этого месяца утро, потому что брак — это величайшая жертва. Нужно многим пожертвовать. Ваше время, усилия, энергия. Здесь нет места для лени. Потрудитесь, вернитесь и проводите время с женой и с детьми. Жене тоже нужно усердно работать, чтобы выстроить этот брак. Вам нужно быть честным, быть снисходительным к тем, кого даровал вам Аллах. Вы ответственны за то, чтобы через поколение следовать за уммой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Согласно одному хадису, женитесь на любящих и способных рожать. Они принесут вам много-много детей, ведь я бы очень хотел стать в ряду пророков тем, чья умма будет наиболее многочисленной. Субханаллах. И у нас есть дети, но не все они последователи пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть можно сказать, что мы не внесли правильный вклад. Но если мы искренни и сознательны, тогда вместо того, чтобы заводить романы на стороне, мы должны быть заняты воспитанием наших детей. Ребенок растет. На вас лежит ответственность. Возьмите его с собой в мечеть. Покажите ему, как вы говорите, и он тоже заговорит красиво. Пусть он увидит, что вы избегаете грубых слов, как вы обращаетесь к своей жене, и он будет обращаться к своей маме с величайшим уважением. Когда же ребенок видит, как вы оскорбляете свою жену, его маму, он вырастет и в ваше отсутствие будет произносить слова в 10 раз хуже, и это вас расстроит, но он научился этому от вас. Знаете, раньше мы обсуждали наказание жен, теперь же приходится говорить о порке мужей. Пусть Аллах Субхану Тааля защитит наших мужчин и женщин. Направьте свою энергию на совершение намаза, на покорность Аллаху. Хватит бить друг друга. Пусть Аллах Субхану Тааля одарит нас способностью тратить энергию во благо.